Д1. Чем был уничтожен? Прямо здесь лежит тело. Beredar rekaman di Telegram pada Jumat 14 Oktober 2022 yang menunjukkan peralatan yang hancur dan mayat militer Ukraina yang bergelimpangan di desa Saitsevo dekat Bahmut. Kehancuran tersebut diduga akibat rentetan serangan yang diluncurkan tentara bayaran Rusia PMC Wagner. Dalam keterangan unggahan disebutkan penembak jitu PMC Wagner berhasil memancing angkatan bersenjata Ukraina keluar dari bangunan benteng. Meski sempat terjadi aksi saling tembak antara PMC Wagner dan militer Ukraina, kehancuran diklaim sepenuhnya terjadi di pihak Ukraina. Amunisi tampak bertebaran, tank Ukraina yang hancur juga ditampilkan. В городе ему здесь очень мало места для маневров, чего легко встречать, но уязвимой целью здесь становится. Что было в арсенале у украинской страны? Находимся Зайцево, и место, где я сейчас стою, это женский минометный расчет вооруженных сил Украины. А как вы поняли, что это женщины тут были? Военные экипировки. Они боеприпасы раскрашивают. Яркие цвета. Стало понятно, что здесь именно минометный расчет находился, а не что-либо еще. Вот такие артефакты сейчас тут сохранились в коробке. Даже вот есть указание упаковщика, имя. Что особенно важно и значимо, вот эти самые минометчицы заняли как раз-таки жилой дом, где когда-то жили гражданские лица, и использовали его по своему назначению. Ну, то есть, по сути, превратили в укрепрайон. 8 человек разом привезли, получается. Они говорят, как относились, выгоняли их с укрытий, и их укрытия использовали как свои. Заезжали в их жилые дома, использовали просто как живой щит. Потому что на первом этаже, допустим, мирные жители, либо дежурные огневые средства, этажами выше мирные, потом опять соушники. Мы, зная о том, что там находятся мирные жители, соответственно, дом этот не равняем. Какими, например? Ну как, на стрелковый бой выходим, либо пробиваем стены, пытаемся залезть, проползти. Но как бы сейчас на данный момент, да, они улучшили уровень, как бы, но и поколение это меняется, вы понимаете, поколение снайперов до этого, поколение снайперов нынешних. Звук-то какой характерный. Обратите на толщину дверей внимание, пожалуйста. Такая выдержит достаточно прямое попадание и достаточно тяжелого снаряда, например, 120 миллиметров. Да, внутри будет как бы не очень хорошо, товарищи, но как бы они останутся. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.